Впервые о якутских киноделах заговорили еще задолго до знаменитой победы Дмитрия Давыдова на кинотавре и феномена якутского кино. Еще в 2003 году работа Никиты Аржакова «Старик» стала номинантом кинофестиваля «Русское кино в Америке» в городе Питтсбург. Уже в 2011-м тот же режиссер завоевал приз зрительских симпатий в Париже. В 2012-м его признали лучшим режиссером на кинофестивале в Монако. В 2018 году на 42-м Монреальском международном кинофестивале дебютировала работа Эдуарда Новикова «Тайон Кыл». Картина этого режиссера проделала целое мировое кинофестивальное турне. В общем, перечислять все награды наших киноделов можно очень долго. Признание же российского зрителя к якутскому кино пришло не так давно, а вместе с ним развитие получило и местное кинопроизводство. У нас разрабатывается концепция развития киноиндустрии у нас в Республике Саха-Якутия. И также у нас готовится основной документ, мы считаем, законопроект о государственной поддержке кинематографии в Республике Саха-Якутия. А начинается все с малого. Впервые в Якутии прошел первый республиканский кинофестиваль короткометражного фильма «Республика кино». Всего на участие в конкурсной программе фестиваля было направлено 110 заявок. Из них отобрали 16 лучших фильмов. Никаких жанровых, бюджетных и технических ограничений. Самое главное – полет фантазии автора, его видение и реализация. Короткий метр, он всегда привлекает новые имена из разных сфер, и многие режиссеры по традиции сначала снимают короткий метр и затем уже переходят к большим формам. Это помогает им понять идею, понять свой стиль. Само кино, как целая отрасль культуры, сформировалось от короткого метра. Знаменитое прибытие поезда на вокзал Ля-Сьота длилось всего 48 секунд. От того, как режиссер начнет свой путь, зависит многое. Именно поэтому оценивать работы конкурсантов взялись настоящие эксперты кино. Всего у нас 6 членов жюри. Из них председатель жюри – это наш Эдуард Новиков, известный режиссер, работник кинокомпании «Сахавиль». Семен Аманатов, оператор-постановщик, известный всеми вот такими нашумевшими фестивальными картинами. Он снимал эти работы. И 4 приглашенных гостя, 2 из Москвы, и 1 из Казахстана, и 1 из Кыргызстана. Между тем, заинтересованность не только кинокритиков, но и широкого зрителя национальным кино диктует новое веяние в индустрии, отмечает член жюри Яна Буряк. Теперь зритель желает видеть на экране историю народа, не избалованного вниманием международных кинофестивалей. Как раз это очень сильно сейчас поощряется, и к этому огромный интерес. Это не только Якутии касается, это все далекие точки, о которых широкому зрителю неизвестны, или информация, которую он не может легко получить, им уделяется особое внимание. Так что мне кажется, что это вообще глобальный тренд, интерес к далеким точкам, и интерес именно и поощрение кинематографистов, которые снимают о своей собственной культуре, о своих корнях и о том, что они на самом деле лучше всего знают. Особенность же якутского кино в том, что оно не нуждается в одобрении. Долгие годы местные режиссеры снимали кинокартины для якутского зрителя. В свою очередь, именно местный продукт всегда был и остается востребованным в республике. Оттого не было и надобности, как это говорится, снимать ответы голливудским киноделам. В этом, по мнению Георгия Москвитина, еще одного именитого гостя кинофестиваля «Республика кино», и заключается секрет успеха якутских кинокартин. Мне кажется, у якутского кино есть несколько таких отличительных черт. Первое – это самодостаточность, то есть это кино, которое не нуждается в каком-то одобрении извне, в какой-то характеризации извне, в каком-то объяснении своего успеха извне. И это на самом деле нужно беречь. Особенно это нужно беречь в тот момент, когда на вас обращают внимание всякие продюсеры из Москвы, когда вас берут на фестивали в Берлине, в Торонто и в Пусане, потому что очень важно сохранить на самом деле свой путь и не поддаваться всем этим искушениям чужого одобрения. Не за признанием на кинофестиваль пришли и участники конкурса. Главное для многих из них было получить фидбэк, обменяться опытом и выплеснуть собственные переживания через экран. История короткого метра «Республики кино» – это истории из жизни, облеченные в жанровое разнообразие фильма.
Меня все время мучила одна идея. Я не мог все это описать, поэтому нарисовал. Сделал раскадровку, так как это было легче. И, наконец, потом я смог все это расписать. Я знаю, к чему иду. Я все время ищу новые идеи. Вдохновляюсь постановками в театре, происходящим в повседневной жизни. Я много думаю, переживаю, рассуждаю. Иногда так появляются интересные мысли. Это и есть моя творческая работа. Наверное, это послание Всевышних. Именно послание Барбола. Некоторые же режиссеры своими работами бросили вызов самим себе. Так, например, Аполлинария Дегтярева сняла свой фильм в 2019 году, когда сидела по уходу за ребенком. Фильм Аполлинария сняла за 3 часа. В итоге 5-минутная картина «Недра» покорила сердца кинокритиков фестиваля. Вообще, до этого мой первый фильм, дебютный, он вышел в 2013 году. Это был фильм «Внутренний голос», он был с участием глухонемых людей, он был художественный, на около 20 минут он шел. Вот. И также он был участником международного кинофестиваля «Кино без барьеров» и брал гран-при «Кино без барьеров» республиканского кинофестиваля. Вот. Но после этого я как-то немножко выпала, наверное, из этого мира кино, и мне безумно приятно вернуться сюда снова. Однако выиграть главный приз Республики кино Аполлинария не смогла. Фестиваль оказался настоящим кладезем талантов. И хоть приз фестиваля оказался практически символическим, это сертификат на сумму 100 тысяч рублей, эта победа открыла дорогу к другим престижным кинонаградам участникам фестиваля. По крайней мере, для Сарданы Барабановой, режиссера анимационного фильма «Дети войны». Мы снимали сначала воспоминания в Татинском Улусе, все нафига проехали, снимали. И потом очень долго думали, как вообще этот фильм сделать, как передать эти истории вообще нынешнему поколению. Долго очень думали, 2-3 года, наверное. И потом только вот идея пришла, что нужно лучшее решение – это нарисовать эти истории и сделать анимацию. По документальным фильмам мы вот в первый год, когда мы создались, выиграли тоже, стали победителями международного конкурса «Арктика». Это в Москве проходило. Ну и дальше были тоже конкурсы, фестивали. Ну, как такого, как сказать, глобального, масштабного не было. По итогам кинофестиваля награды получили и другие работы. Так, лучшим режиссером стал Илларион Яковлев с фильмом «Таксист». Приз за лучшую женскую роль и подлинный талант завоевала Сайнара Дмитриева. За храбрость в сохранении правды наградили Анастасию Борисову с фильмом «Тайна Вилюйского водохранилища». Пожалуй, самая национальная награда фестиваля за магию, которая есть только в якутском кино, досталась Аполлону Степанову, режиссера фильма «Силки». Не без внимания остались и операторы кинофестиваля. Так, специальный приз Ассоциации кинооператоров Республики достался Андрею Егорову за целых 2 фильма. Первый, но не последний фестиваль «Республика кино» не только продолжил традиции якутских киноделов, но и заложил основу целого института кино в регионе, дав старт новой эпохи национального кинопроизводства. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск.